Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны событиях и встречаемся с наиболее значимыми людьми. Сегодня у нас такой очень важный, лично для меня, гость. Это Андрей Шишук, позывной «Север», ветеран АТО, один из киборгов, которые обороняли Донецкий аэропорт. Приветствую, Андрей. Добрый вечер всем. Всех с соборностью, праздником. Вы слишком не льстите, мне кажется. Я не вам льщу и не льщу вообще. Дело в том, что у нас за эти дни немало людей, которые принимали участие и в обороне аэропорта, и вообще в войне, потому что я считаю, что сейчас важно говорить о войне, слишком мы к миру привыкли, много людей. Вам не кажется вообще, что общество у нас такое стало немножко расслабленное на тему войны? Да, очень метко это сказано, на самом деле оно не стало расслабленным, оно просто стало забывчивое. И может в очередной раз грабли свои поймать. Очень не хотелось бы этого. На самом деле, зная потенциал реально украинского народа и страны в целом, очень не хотелось бы, чтобы опять наступали на грабли. И что касается войны конкретно, на самом деле часть тех, кто был с ней связан, она никогда об этом уже не забудет. Она частичку свою там оставила, и она живет все-таки частью там. А те вот, кто не был связан и как-то прошел мимо, то те, конечно, да, в погоне за материальным забывают о том, что в один прекрасный день на самом деле совершенно может стать неважным твое благосостояние, там, твоя недвижимость, твои деньги в банке, в принципе. Будешь совсем о других вещах думать. Вот. И поэтому надо не забывать. Для этого мы, собственно, и тебя позвали, других фронтовиков зовем постоянно. Но сегодня такой день, сегодня ровно 4 года, как последние украинские бойцы оставили здание, уже разрушенное, Донецкого аэропорта. И я предлагаю посмотреть сюжет о том, как вчера вспоминали павших во время этой обороны. Родини загиблих воїнів, побратими та просто небайдужі прямують до Михайлівського Золотоверхого вшанувати пам'ять нескорених кіборгів. Это цвет нации нашей, это сила, это воля, это все то, что вот как бы самое лучшее, что в нас есть, в них проявилось. То есть они показали, на что способна Украина. Для мене це страшна трагедія. Війна, і гинуть хлопці. І нема. А за кого ж дівчата заміж будуть виходить, від кого будуть народжувати дітей? Зі свічками у руках і молитвами на вустах згадують полеглих добровольців. Усіх захисників України, що в Донецькому аеропорті загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Анатолій Свирид – один з тих, хто на власні очі бачив пекло останніх днів оборони ДАПу. Розповідає, у ніч на 19 січня 2015 року вчергове повернувся туди, до своїх хлопців. Газова атака від бойовиків, підрив нового терміналу литовища і майже добовий штурм. Лише у ті останні дні загинуло 58 захисників. Анатолій Свирид обміняв себе на важко поранених. Місяць провів у полоні. Кожен командир має покласти життя за свого бійця. І коли твій боєць тяжко поранений, треба до кінця, до останнього подиху намагатися врятувати його. Син Ніни Брановицької Ігор після підриву терміналу залишився з пораненими побратимами і потрапив у полон, заявивши, що він кулеметник підрозділу зберіг життя іншим, а сам загинув від кулі бойовика Мотороли. Зірку героя посмертно отримувала вже його мати. Вона зізнається, біль і досі не проходить. Їм не треба було ніяких призивів, вони знали, що це їхня країна. І що їм тут жити їхнім дітям. І вони її захищали. Вони дали шанс для розвитку країни, а нам його не прогавити.
Підтримати родини загиблих кіборгів прийшли й матері інших полеглих воїнів. Кажуть, хотілося б, аби про їхніх синів не забували. Бо наші діти віддали ж своє молоде життя за нас, за нашу країну і за всіх, хто ходить кругом. Ми на цьому світі лишилися захищати права наших дітей тут, на цьому світі. Там вони всі вже у Бога, вони моляться за нас, а наша справа тут молитись за них і їхні діла продовжувати. Стратегічним військовим об'єктом Донецький аеропорт став ще у травні 2014 року, але запеклі бої за ДАП припали на січень 2015-го. Українські добровольці утримували литовище до останнього. 13 січня упала диспетчерська вежа, яка стала символом оборони. 20 січня новий термінал був підірваний і вщент зруйнований. Бетон не витримав, поховавши під завалами патріотів. Історія Донецького аеропорту – це 242 дні незламного героїзму та близько 200 загиблих. Стіна пам'яті біля Михайлівського собору, січень 2015-го. Чи не кожен полеглий воїн загинув під час оборони Донецького аеропорту або під час прориву для евакуації поранених? Сумнівається, що до останнього Донецьке литовище було стратегічним об'єктом для оборони волонтер Юрій Касьянов. Та попри все переконаний, кіборги стали символом непереможного духу. Потом, конечно, само удержание вот этого нового здания аэропорта уже не имело никакого смысла, потому что это стало, знаете, как местом для проверки себя на мужество. Безусловно, это в первую очередь символ мужества наших бойцов. Этого никто не отнимет, это останется навсегда. Назавжди в новітній історії України для майбутніх поколінь, як символ непереможної України. Наше діло ми положимо за нашу свободу. Олена Стецюк, Ислам Пінка, Заман, АТР. Андрей, вот мы сейчас смотрели этот репортаж, и последний эпизод, он в Ютубе обозначен как последний бой с киборгов, когда песни перед. Сейчас сказал, что это вот Боровик поет, твой товарищ, и ты там тоже в кадре есть. Это был не последний бой. Но это был не последний бой, это был бой, когда наша первая ротация, наш первый заезд произошел. Это было начало декабря, первые дни декабря, когда старый терминал все-таки штурмом взяли сепары, и мы как раз в тот момент заехали. И вот это как раз был пост Ромео напротив старого терминала, там до него 70 метров было. И, то есть, это были первые такие, можно сказать, заехали, и вот уже там первые прямые контакты. Вот. С сепарами в старом терминале. Сколько всего времени там провел лично ты? Немного. Первая ротация, можно сказать, 6 там полных дней, а второй раз, когда приехали уже последние дни, это ночью с 16 на 17 мы заехали, а 21 утром я выходил раненый с Соколом. В принципе, последние кто. Слушай, я читал, в том числе и в твоих интервью, что там самое сложное, на самом было туда попасть, да, очень сложно было, и оттуда выйти очень сложно было, потому что все простреливалось, так? А почему так тогда часто менялись? Нужна была подмога, нужно было возить раненых, вот как это все происходило? Нет, суть в том, что, да, добраться туда было непросто, и особенно выбраться, потому что когда приедет «Ласточка», ее не ждут, когда она туда едет, когда она уже едет обратно, то уже ее ждут, и уже ждут там и Птур, там, допустим, и 2 утеса, они уже заряжены, они знают, что сейчас будут ехать обратно. Вот. Я считаю, что это было, да, в определенный момент упущение. Сейчас, конечно, просто об этом судить, но я считаю, что это был момент потери «Спартака», то есть этого небольшого населенного пункта, и он был, скажем так, частично в тылу аэропорта, немножко сбоку, но именно это уже, такое получилось, как полукольцо. И если бы «Спартак», конечно, в определенный момент или не отдали, или все-таки попытались отбить, то в новый терминал заезжать можно было бы совершенно свободно и в любой момент.
Вот это такое. Андрей, каким образом они полностью уничтожили и старое сначала, потом новое здание? Какое оружие применялось? Может, до сих пор спорят, да, что это было? На самом деле, старый терминал они не уничтожали так сильно. Там был больше штурм, но они, насколько я знаю, они там тоже применили тактику именно штурмовых, таких альфовских подразделений, которые именно здания штурмуют. То есть они шли не по дверям, не по коридорам, они пробивали стены, пробивали перекрытия и шли из помещения в помещение таким образом. Вот. И в любом случае старый терминал я не оборонял, наши ребята ходили, попытка была его отбить, но я непосредственно там не был, я не могу судить о том, что там было правильно, что неправильно, как вообще это все происходило. Новый терминал я облазил достаточно хорошо, еще в первую ротацию. Всех, кто что-то понимал там и представлял в военном плане себе какие-то знания имел, то, я думаю, они все обследовали территорию по очереди и для себя сделали выводы, потому что так надо на войне, надо понимать, где ты, что ты, где входы, выходы, лестницы. Такие моменты. Вот этот страшный удар, который пробил все этажи нового терминала, да? Все-таки это что было? Это град, бомба была, ракета? Непонятно. Не знаю, честно говоря, я спал на тот момент. Это был первый взрыв, который на самом деле он пробил середину терминала и свалил, в принципе, до подвала такую воронку там метров 100, от 100 до 50 там на разных этажах. Но опять же, я уже говорил, что никто из наших не пострадал там сильно от того взрыва. И так как я спал, мне все-таки казалось, что это все-таки что-то прилетело. Но ребята говорили, что они что-то сбрасывали с верхних этажей. И скорее всего, что там были у нас и оставшиеся боеприпасы тоже в этом зале. И то, что они сбрасывали, оно все сдетонировало. И, возможно, это были какие-то тоже там вещи, это может какая-то термобарическая штука. Может, кто-то говорил, там корабельная какая-то большая мина. Гадать. Оно принесло разрушение, но оно нас, в принципе, не выбило ни из колеи. А второй был взрыв страшный, так я понимаю? Второй, да. Второй был тот, который не ожидали, действительно. Там очень были монолитные, очень крепкие опоры. Такие действительно, некоторые, наверное, может, как этот стол в диаметре, может, немножко меньше. Вот. И перекрытия были очень толстые. То есть здание было построено на совесть. И не ожидали, мы действительно не ожидали, что вот так оно получится. И получится, что и под нами тоже, но хуже то, что сверху, получается, тоже упало перекрытие, и частично оно накрыло. Но был такой момент, что мы в определенный момент ждали ласточку и решили попробовать, чтобы она заехала внутрь, прямо в терминал. Там уже в одном месте не было парапета, и была достаточно широкая и такой, хороший проем был. Вот. А когда они выгружались снаружи, то, конечно, сверху там прилетало и могло сжечь. Так вот, мы освободили, получается, напротив этого проема большой кусок пространства, места. То есть у нас в центре там влезала, в принципе, МТЛБ, и вокруг нее еще там было место. То есть это был пятачок очень большой, и он был пустой. И суть в том, что это и получился эпицентр взрыва. Вот. И то, что завалилось, получается, ребята посыпались с боков. И я, в принципе, тоже. Вот. По бокам были. Спали, кто спал, кто не спал. А в центре было свободно. И слава богу, как может Боженька нам так вот распорядился сделать. И поэтому, на самом деле, второй взрыв унес, я считал для себя, у нас были четкие цифры, сколько человек там было, сколько потом вышло, тоже я же для себя считал, сколько в плен попало. И там от второго взрыва, считай, тяжело раненых, где-то пострадало именно человек до 15. И из тяжело раненых, получается, мы вытащили
8-9, по-моему, из таких, которые сильные, вот 8. Из них в плен попали, получается, 2-3 человека. Остальные не дожили. Скажи, пожалуйста, вот, а ты был там в аэропорту в этом до войны, нет? Нет, конечно. Ты увидел его уже почти, ну, уже сильно разрушенным, да? Ну, таким, в принципе, да. Внутри он был достаточно сильно разрушен. Ну, так, снаружи еще. С той стороны, где со стороны старого терминала, со стороны отеля, он был, да, там танки его, они специально стреляли танком, чтобы сложить часть, ну, часть крыши, часть перекрытий, и чтобы мы не могли прямой наводкой стрелять в их сторону, в сторону отеля. Вот, потому что, ну, первое, ну, то, что я слышал раньше, там ребята первые, которые летом и осенью в начале, то кошмарили их очень хорошо в ту сторону, и они уже специально танком просто загородили нам для прямых боев. Скажи, пожалуйста, вот каков масштаб аэропорта вот в тот момент, когда ты его впервые увидел? Это с чем вот? Просто я, допустим, мирный житель, да, большинство людей, которые нас смотрят, мирные жители. Масштаб вот здания, масштаб вот театра боевых действий непонятен. Это с чем можно сравнить? С торговым центром киевским каким-нибудь? С аэропортом. С Бориспольским? Да, в принципе, да. То же самое примерно, да? Ну, больше. Ну, вот смотря, в принципе, даже новый терминал, если взять, там было 2 зала, но они были поменьше, получается. И там было больше этажей, потому что, ну, в Бориспольский заходишь, там, в принципе... Там 4 уровня, кажется, 3. Где? В Борисполь. Ну, а зал-то идет вверх как бы до конца, а там все-таки еще над залом были этажи. Ну, вообще по масштабу, да, где-то вот можно с этим сравнить. Ну, торговых центров нету таких просто пространств, да, когда вот так вот. Не, ну, с аэропортом точнее всего, я просто мне еще не пришло в голову сравнить с аэропортом. Вот скажи мне, пожалуйста, как понять вот эту картину боя, картину противостояния, когда, я так понимаю, особенно в последние дни, и так было, и, наверное, и не раз, один этаж занимали вы, другой этаж враг, еще один вы, другой враг, или часть враг занимал. Вот как это же все на расстоянии буквально десятков метров происходило. Как происходило это противостояние? Вот как это объяснить мирному человеку? Мирному человеку? Ну... Это постоянное напряжение. Ты чувствуешь, ну, очень такие рамки себя. Ну, в принципе, понятно, что в любом помещении, да, замкнутом ты уже в рамках, но еще нюанс, что, в принципе, если сделать, да, там несколько шагов за периметр, да, этого помещения, то, в принципе, сверху там прилетит или граната, или просто очередь. Ну, вот мы сидим в студии, да, вот тут, да, допустим, помещение, ну, сколько-то, метров 12, наверное, да? Угу. Вот там у вас враг находился на каком расстоянии? 10 метров за стеной, этажом ниже, 50 метров? Так близко не подходили. Этажом ниже, да, и это было, в принципе, они и кричали оттуда, тоже пытались там, ну, в основном таким чеченским акцентом, может, там и специально притворялись. Но в любом случае наши не отвечали. Ну, у нас изначально там я ребятам говорил, что задача как бы вообще не отвечать. Пусть хочет там наоборот притихни. Может он подумает, что тут нет никого, захочет поближе. Тогда уже эвку туда ему за здрасте, ну, как бы кинешь, все. Ну, и вот так. Ну, некоторое время кричали, потом, наверное, все-таки паренек, который там сидел на этом посту, там их пару человек было, именно на этой лестнице, удачно кинул, потому что перестали потом. Они уже, ну, и слышно было там разок, что там заматерились, ну, такое там начали. Видно, что-то им там прилетело хорошо. Вот. А когда это было непосредственно в залах, то, ну, зал большой, и получается, если мы с одной стороны зала, то до другой стороны зала там, в принципе, ну... 50 метров 100. Ну, да, там не меньше, и, ну, не меньше, там, 50 где-то, наверное. И, соответственно, что, все сидят, и света, шума, маскировка, кто-то там что-то грюкнул ночью там или
прикурил неудачно, на него все там... Но там же гулка, это же все вот... Конечно. Да, там же чихнешь и эхо. Да, поэтому одним из первых, что я вот туда приехал, и я начал подрывать ребят, и сам тоже я просто смотрю, они устали, да, и там к ним никаких вообще вопросов, они были там молодцами, по крайней мере, многие. Вот. И то, что они там за позитив воевали, об этом просто мало кто рассказывает. На самом деле там было до нашего заезда тоже очень хорошо держалась обстановка, периметр. В определенный момент просто, конечно, выдохлись, и надо было их поменять. Соответственно, когда мы приехали, для них это был как глоток свежего воздуха. То есть сразу на посты стали новые люди, сразу те, кто были на постах, из них, в принципе, самые такие активно боеспособные. У них получилось отдохнуть, поесть, поспать, а они в этом уже очень сильно, нуждались. На следующую ночь начали уже эвакуировать там всех раненых, тяжелых, средних, забрали все. И жизнь возобновилась. Так вот, когда приехали, сразу начали, грубо говоря, с генеральной уборки. То есть все, что было под ногами, все, то есть там было все, перемешку, сумки, ящики с боеприпасами, оружие, рассортировали, там 7,62, пункт боепитания, 5,45, там гранаты, там ВОГи, тут АГСы стоят, сразу там ребята с РВП их чистят, уже все там подготовили, то есть, люди увидели, что, приехали ребята там, что делать знают, приехали серьезно тоже настроены, и все тоже подключились, все это совместно сделали. Через пару дней уже ходили спокойно с горячим кофе, там по периметру, все курили, шутили. То есть вот так. Скажи, пожалуйста, тоже мне хочется понять, как это в реальном времени происходит. Ты говоришь, надо поспать, люди невыспанные были, да? Надо поесть, надо попить кофе. И все это происходит на расстоянии там пистолетного выстрела, там 50 метров, да, и это посты, это постоянная ротация на постах, да, это люди, которые держат какие-то сектора, а другие спят. Какая-то треть спит, допустим, треть, или как это все происходит? На каждом посту было определенное количество людей. Все зависит от того, что было за вооружение на этом посту. Там самый главный пост в сторону основного зала, там был пулемет, там был АГС, там были РПГшки, 2 автоматчика, пулеметчик. То есть, как минимум, там было 6 человек. Они менялись смена по смене. Иногда подходил еще кто-то там, когда я говорил, давай еще я постою. Таких постов было основных 5 штук. У нас они реально были распределены, были сектора. То есть мы подумали перед тем, как их ставить, и стояли пулеметы, они перекрывали друг другу сектора, там в эту сторону, в эту, там, соответственно, когда все продумано, есть уверенность, да, человек, в принципе, может позволить себе заснуть, да, там, не думая, что елки-палки, я сейчас засну, а вдруг тут сзади кто-то или что-то прилетит. То есть были распределены тепловизоры, там, то, что надо нам было, да, были распределены там вода, продукты, люди, которые там что-то или контужен, или что там, забивали там ленту, магазин, воговскую там улитку. То есть каждый нашел себя там в своем этом пространстве, и функцию свою выполнив, он понимал, что он внес в общее дело, и это дорого стоит. Это такой, так сказать, боевой дух, который человек понимает, что он делает то, что он должен, и в принципе уверенность приходит к нему, что он может, не боясь там спать, может, он воюет, грубо говоря. Ты же приехал в последнюю буквально смену, 20-21 была уже эвакуация. После нас еще заехали ребята, которые тоже с моего батальона, в принципе, моя рота, которые приехали с Халком, со спартанцем.
на 2 ласточках. Они приехали с 18 на 19. И я думаю, именно потому, что они приехали, и сепары поняли, что они впустили 2 ласточки еще десанта, как бы, и, соответственно, всего, ну, там, припасов, всего того, что надо. Поэтому и взорвали. Да, и они поняли, что, ну, как бы, если, ну, они сейчас что-то такое не сделают, типа взрыва, то мы тут, как бы, сейчас... У нас был план реально, как расширить периметр, в какую сторону нам нужно территорию зачищать. Ну, не зачищать, а просто пробивать тоже стенку и там одно помещение, второе занимать и постепенно выходить там на лестницы, блокировать лестницы. И мы ходили 2 раза на верхние этажи зачищать их, ну, как бы так уже понимали, что там, где, как, ну, то есть в какую сторону стрелять. Ну, то есть такое было понимание того, что, ну, как бы мы тут устроились, и мы тут неплохо сидим. Вот. И когда они уже пропустили эти 2 ласточки вывезли наших раненых, вернее, одна, нет, это была одна, я вру. Одна просто ласточка была пустая, которая приехала с 17 на 18, она просто вывезла раненых и привезла нам воду, там что-то еще, и забрала 200-го одного. А вторая приехала с 18 на 19, в ней приехали вот ребята с моей роты, и, ну, их там было немало, там, я не помню, 12-13. А сколько ребят было вот в самые последние дни там? В районе 50. То есть 56 человек, это на момент, когда я попросил, чтобы переписали всех, и переписали, и потом я комбригу, по-моему, отдал эту бумагу. Андрей, что из себя представлял аэропорт на тот момент, когда было принято решение оттуда выходить? На самом деле это очень трудное было для меня решение. Я уходил, получается, самым последним. И это было в 6 утра 21-го. Я ждал до последнего момента, я ждал Рахмана, который приехал все-таки там в 3-4 часа ночи. Приехали на 3 ласточки. Одна осталась далеко, и 2 подъехали. Одну из них сожгли с верхних этажей, а вторая перевернулась с парапета, который Рахман был. И мы их ждали очень сильно. То есть это была наша эвакуация полностью. И, ну, как бы мы бы сели в них, спокойно уехали. И, ну, просто один нюанс получился. Связи на тот момент не было, и они подъехали не с той стороны. Им надо было подъехать между рукавов, а они подъехали со стороны дома. А вы не могли подкорректировать? Я выбегал туда и махал им фонариком, ну, уже так, плюнул на все, вот, махал, и ребята тоже махали. Но им было не до этого, на них сыпали там с верхних этажей. И они, ну, как бы, они, понятное дело, их подпустили поближе и дали там с СПГ, по-моему, в первую дали, она сгорела. А вторую начали крыть вот каким-то, ну, может, утесом, может, чем-то тяжелым тоже. Она начала сдавать задом, туда разворачиваться, и с парапета слетела. И получается, что, ну, вывод какой? Все, кто там, ну, то есть связи у нас нет уже. Все, кто там нас ждут, подумают, что здесь нас уже нет, как бы. Потому что ласточки приехали, их накрыли, все, как бы. То есть подумают, что тут уже пусто. Соответственно, никто уже ехать не будет. Ну вот, как бы, надо было хотя бы об этом сказать. Вот пошли мы с Соколом. Звали еще Игоря, потому что Игорь был полностью ходячий, а у нас с Соколом были ноги пробиты. И Игорь не пошел. Игорь сказал, что, ребята, я здесь нужнее. Я здесь... Игорь это кто? Барановицкий. И вот, пошли мы вдвоем в тумане и вышли. И потом, смотря, опять же, сколько ходячих попало в плен, очень я жалею о том, что все-таки я тогда людей не проверил, скажем так, не посмотрел, потому что столько ходячих, мы бы тяжелых, оставшихся на утро тяжелых, там на утро оставалось 3, по-моему, таких, что действительно тяжелых, еще живыми. Вот. Мы бы их все-таки вытащили.
по тому туману. Из-за тумана, да, можно было? Да, туману? да. Да и я не думал, что, если честно, так легко мы выйдем с Соколом. Но вышли, ну, как бы, просто, опять же, четко, ну, понимал, знал, куда идти, помнил карту. Так, начинали нас там простреливать кто-то, то с одной стороны, то с другой, может, там, и со своих. Ложились мы потихонечку, там, проползали метров 100, в другом месте потихонечку вставали и шли себе дальше потихонечку. Кто принимал решение о том, чтобы прекратить оборону аэропорта? Да дело в том, что она не была прекращена на самом деле. Ну, когда вот уже мы ушли и когда ребят там окружили, что Толик пошел договариваться, в принципе, ну, там еще некоторые, конечно, сидели и думали отстреливаться. Но, я так понимаю, Толику сепары пообещали, что никого трогать не будут, только сдайтесь. Но я так понимаю, что они, вот кроме Игоря, в принципе, никого больше и не стреляли. Хотя есть вопрос по одному человеку, это Андрей Гавриляк. Говорят, что он все-таки оставался еще живой, он тоже был тяжелый. Вот. Но по итогу его сепары в госпиталь не привезли в свой. Его потом уже тело отдали погибшим. Вот. По этому человеку вопрос. А так, можно сказать, что да, Толик насчет людей договорился и жизни сохранил. Так что, может, так оно и должно было быть. Может, так. Потому что если бы было сопротивление, они бы нас, там уже все равно задушили. Потому что уже оружие много было при обвале этом потеряно. У меня автомат вообще был мой зажат между плитами, я его вытащить так и не смог. Потом уже по результату чей-то нашел без приклада и с ним уже ходил. Ну и, соответственно, боеприпасы тоже все что у нас было, тут разложено, но все там свалилось, завалилось, только то, что в разгрузках осталось. Вот так. Андрей, а судьба всех киборгов известна, которые оставались вот в последний момент? Ну, в принципе, да. Сказать так, что, есть у некоторых родственников сомнения, что необоснованно все-таки считаются люди погибшими. Но я, считаю, что, в принципе, по каждому, выяснили все-таки. Есть Саша Алифир Борода с 93-й, которого все-таки сомневаются родственники, и там вроде были звонки от него уже после этого. Вот так вот, за всех не скажу. Если честно, знаете, с одной стороны, не хочется у людей и надежду забирать, это очень так, но с другой стороны, всю жизнь как бы тоже прожить. А могли там остаться мертвые под завалами? На данный момент, я думаю, уже нет, потому что, в принципе, я видел, как, видео там и видел те завалы, как их разбирали. Завал это было, нагромождение таких больших кусков бетонных плит, именно толстых, и понятно, что мусор, все остальное. То есть, если разгрести мусор, останутся только эти плиты. И, они там не вот так лежали плашмя, а как всегда при взрывах они вот... Да. И поэтому там, в принципе, где вот еще бы осталось. Если какая-то плита легла плашмя, то, может, и ее не подняли, может быть, конечно, там какой-нибудь один человек. Но думаю, что они разгребли, тем более это же наши ребята разгребали там пленные. Вот, и они разгребли все, что могли. Я предлагаю посмотреть фрагмент выступления президента Петра Порошенко в Донецком аэропорте, потом обсудим. Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майоритиме
український прапор, який кіборги піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим, сучаснішим. Там злітатимуть і сідатимуть літаки звідусиль. І завжди будемо пам'ятати наших героїв. Вічна пам'ять. Андрей, как ты думаешь, представим, что уже Донбасс вернулся и Крым вернулся, это обязательно будет? У меня лично в этом сомнений нет, я думаю, у тебя тоже. Тем более нет. Нужно ли восстанавливать, возможно ли и нужно ли восстанавливать Донецкий аэропорт? Думаю, это стоит все-таки спросить у многих людей. Я не единственный, кто там был. Мое личное мнение. Да, почему нет? Там будет много людей, и каждый, не каждый, но многие из них, я думаю, там будет какое-то место, да, которое будет священным, и на которое там можно будет положить цветы, и каждый будет помнить, и наверняка там будет имя каждого написано, того, кто ценой жизни, да, вот, обеспечил будущее, в том числе как бы и того края, я все-таки в это верю. И это будет напоминание, это будет память об этих людях. И если когда-нибудь, кто-нибудь, да, вот там засомневается, у него будет возможность, да, туда приехать, там прийти и посмотреть, ради чего на самом деле. И такое место, да, вот где много людей, и там память, памятник или память, это неплохо. Это лучше, чем где-то в стороне, где-то на окраине или где-нибудь в том месте, где ходят только узким кругом люди, которые, знаете, как у Высоцкого на братских могилах, вот, не ставят крестов. Вот, и напоминание Донбассу, наверное, тоже. Я бы сказал, что и миру напоминание. Не только Донбасс. Потому что это такая четкая грань между мирной жизнью, вот этот шикарный аэропорт, который, вот на съемках там показывали, да, и то, что вот после этого от него осталось. То есть я правильно понял тебя, что ты видишь проект этого аэропорта, часть аэропорта, может быть, центральная часть оставлена нетронутой? Да нет, не центральная. На самом деле это такое, наверное, небольшое пространство, вот именно там, где второй взрыв был. Там, где основные ребята и погибли. Вот этот вот участок там между первым и вторым рукавом. В Берлине есть, по-моему, не помню, на Фридрихштрассе церковь старая. Частично, по-моему, она отреставрирована, а частично оставлена вот так, как она была после бомбежек, обстрелов со следами выстрелов. Вот что-то такое, да. Нет, не думаю, что там получится оставить так, как оно есть. Да и, наверное, не надо. Но это не в этом суть, в конце концов. Ладно. Вот когда ты говорил сначала о том, с кем вы воевали, ты назвал их сепарами. Вот на том ролике, который просто там куском был в сюжете, на самом деле весь смотрел, там как раз Боровик кричит вот кадыровцам вам, да? И когда стреляет, когда гимн поет. Вы вот сейчас тогда или сейчас уже по прошествии времени, вы можете вы для себя поняли рассказать, с кем вы конкретно воевали там? Вы понимаете, кто были в разные моменты вашими непосредственными противниками, на которых вы смотрели в прицел? Очень разная солянка. Опять же, за все 242 дня, наверное, там ребята еще больше насмотрелись. Да не, наверное, точно
то, что, ну, из того, что я знаю, это по-любому кадыровцы, это точно, потому что они кричали нам и из подвала, и из старого терминала. Ну, это такой, может, у них особенность ведения войны, там, пытаться запугивать. Ну, может, на кого-то это действует, скорее всего, больше на мирное население. Вот. Но для нас это было как, знаете, когда кто-то вот хорохорится, то значит он в себе не уверен, наверное. Вот, может быть, поэтому кричали они. Ну, в общем, эти ребята, потом это были четко кадровые, конечно, россияне. И тоже я видел, там и ребята видели ребят в этих альфовских шлемах. Ну, они отличаются, они гладкие. Вот, их в старом терминале видели. Вот. Видели ребят, которые бегали в белых халатах, и потом же прошла информация о погибшем вымпеле, там, да, взвод, там, по-моему, или больше, которые шли на штурм. Но их тогда, насколько я помню, с вышки заметили ребята. Клещевский, Денис Клещ, позывной, дай бог ему здоровья, корректировщик на вышке. По-моему, он заметил их. Там тоже было, наверное, пару взводов, которые шли через кладбище к терминалу ночью. Вот, и их тогда, конечно, накрыли. Но это из таких. А на самом деле, ну, когда человек там вот воюет, он же нормальный человек там не будет носить там какие-то там шевроны там цветные, да. Но по манере боя видно же. Ты сказал, не пробивали стены, это же обычный человек не станет. Нет, это четкая альфовская тактика. Понятное дело, что это, ну, как бы подготовлено. И нюанс в том, я не понимаю, конечно, но почему туда вот именно на эти последние бои, ну, по крайней мере, по ютубовскому видео вот кинули группу Матроса, да, ну, я посмотрел, там, Матрос, ну, как бы, скорее всего, все-таки, ну, кадровый, а может и бывший кадровый. И остальные ребята, там, как, там был какой-то маленький, там, гном, по-моему, или какие-то еще, ну, такие, как бы, ну, вот реальные сепары. То есть это среди них были, наверное, профессионалы, там где-то, может, в Чечне участвовали, где-то еще, но это не был именно тот организованный я понимаю, что те, кто был там организованным, да, отрядом, они, понятное дело, не выкладывали видео, я думаю, и не снимали, но они там были. Но суть в том, зачем туда пустили этих ребят, как бы, ну... Знаешь, мне один человек с Донецка, он журналист, он долгое время там провел еще при этой ДНР, вот, но он мне рассказывал, что какой-то был момент, я просто не могу вспомнить, он просто мне в режиме реального времени рассказывал, что был момент, когда гнали вот эту, как он говорил, сепарню, просто вот под пули гнали, как будто на утилизацию, он даже об этом писал. Это правда или нет? Честно, при мне такого не было, то есть на нас в атаку не ходили, вот в бой, но, ну, как бы, судя по видео, опять же, с той стороны, которую я смотрел, ну да, действительно, то есть людей как бы не жалели, не знаю, в чем причина, зачем так. Я думаю, знаете, я когда-то тоже думал на это, вот, особенно после этого сразу. Есть такая задача, наверное, у кадровых военных российских, чтобы как можно жертв среди мирного, да, ну, вернее, как мирного, местного, не мирного, вот этого вот электората, там, этой сепарни побольше, чтобы, знаете, это приносит в каждую семью, на самом деле, на поколение, там, на 2, на 3, такую, знаете, ненависть к нам, да, и, соответственно, у них не будет выхода уже, ну, как бы вернуться. Чем больше людей они там своих оставят мертвыми, тем шире между нами будет эта красная линия, и тем сложнее вообще будет когда-то это там понять, простить, да, там какому-то поколению. Ну и потом их не жалко, Андрей, потому что, ну да, я помню просто даже, я читал мемуары под Ленинградом, когда были бои во время блокады, то есть был командир, был еще несколько офицеров, а они говорили, я не помню, просто мясо привезли, что-то такое, да, привозили людей, и они их отправляли в бой, а потом новых привозили. Вот
по твоим, не знаю, ты там не все время был, и никто там не был все время, да, но вот по твоим знаниям за эти прошедшие годы, по рассказам, какой урон убитыми и ранеными нанесли киборги в ходе боев за Донецкий аэропорт? Не скажу. На самом деле, я не считаю, что там этим можно вот так как-то хвалиться или что-то еще. Я просто оценку спрашиваю. Я понял. Да. Не скажу, потому что это будет пальцем в небо, этого не скажет никто. Понятно, что, скорее всего, вот последние и первые были самые, такие, самые обильные бои. Но не скажу, что в новом терминале за эти дни были прямо вот реальные такие, масштабные бои. Это были в основном перестрелки. Самый большой такой бой и потери нанесли до нас ребята еще с 80-ки, 122-го батальона, когда они залезли на пост на 4-м, по-моему, этаже, на площадку, а под ними открылся второй зал, оранжевый зал. И этот зал уже был сепарами. И, это даже не сепары были, а тоже ребята рассказывали, что это как раз были организованные достаточно ребята. Там они заняли зал этот и там обосновывались. Грубо говоря, они не ждали совершенно, что к ним кто-то отдыхал, кто-то там что-то делал. И там был такой приличный отряд. И над этим всем вылезли наши ребята с пулеметом. И они просто их там покрошили. Поэтому так они искали пулеметчика, на самом деле, и Игоря, который назывался пулеметчиком, они били больше всех. Не только за это, но тем не менее. И тогда, конечно, им сделали там мясорубку. Это, такой ощутимый был для них урон. А так, за эти 242 дня разное было. В основном всех отстреливали все-таки на подступах, на каком-то расстоянии. Они периодически пытались сунуться, да, там получали отпор. То есть они искали там, да, какой-то провал в обороне, где-то мертвую зону между секторами, не находили. Пусть там в этот момент могли там несколько человек ранить там, или там, одного-двух убить. Но не было таких масштабных потерь именно на новом терминале в последние дни, когда мы были. Перед этим, когда в начале декабря, может быть, было и больше, когда с Боровиком тогда пели. Андрей, сколько, тоже цифры непонятные, искал в интернете данные, да? Говорят, от 100 погибших наших солдат, офицеров, до 200. Я повторюсь еще раз, на новом терминале за последние дни не более 15 всего бойцов. За 10-42 дня. Если, в принципе, это официально, и это, там были и правый сектор, там и, некоторые добробаты, но не очень много, поэтому вся статистика, которая по ВСУ, она ж, есть, если такую цифру называют, то я думаю, что она такое и есть. Суть в том, что туда включены еще и те, кто, мог получить ранения на территории, тяжелые ранения, да, и не дожили. И это тоже погибшие ребята. Так что и 300-е тоже. Андрей, не знаю, я ответ на этот вопрос не знаю, но как по такой версии, которую удалось найти, и которые говорят, что именно боевики прозвали защитников ДАПа киборгами, и об этом стало известно, как опять пишут, после того, как некий Сергей Сергеев в Фейсбуке опубликовал текст о том, как защитников аэропорта стали называть киборгами. Давайте послушаем эту цитату, потом обсудим. Прибился к нам на работу беженец с Донецка. Один из его бывших сотрудников напился стекломоя и пошел воевать за ДНР. Звонит наш беженец сегодня узнать, как дела этому кренделю. Через минуту разговора зовет всех и включает громкую связь. Далее вещает боец Новососии.
Говорит, я, не знаю, кто защищает Донецкий аэропорт, но мы их 3 месяца выбить не можем. Пробовали штурмовать, нам таких вломили, мы отошли. Начали накрывать градами, они ныряют в подземные коллектора канализации. Решили коллектора залить стоками канализации. Зафигачили градами, они под землю, мы заливаем коллектора. И типа захватываем территорию аэропорта. Они по коллекторам перебрались аж до Авдеевки, поднялись наверх, вернулись поверху в аэропорт и опять нам наваляли и нас выгнали. При этом захватили наше оружие, нашу технику и взяли у нас несколько десятков пленных. Я, говорит, не знаю, кто там сидит, но это не люди, это киборги. Вот у нас сейчас возможность спросить у настоящего киборга, похоже на правду эта версия? Ну, какие-то моменты, я думаю, там было даже интереснее. Ну, то, что из Авдеевки пешком вернулись, это, конечно, да, смешно, но, тем не менее, да, там особенно те, кто захватывали, и 3-й, 8-й полк, это были, ну, ребята, тут просто ничего не скажешь, это 3-й, 8-й полк. Вот. Понятно, что мы уже пришли на более готовую, в принципе, уже обжитую территорию, уже пристреленную, уже изученную полностью, и нам было проще, легче, как бы, ну, мы мобилизованные все, в принципе, с гражданки, ну, хотя каждый тоже там, в принципе, был непростой тоже. Кто-то там миротворец, кто-то там афганец, кто-то еще где-то. Андрей, все-таки я про название хочу. Вот эта версия похожа на правду? Именно про название киборги как защитников аэропорта? Или это как-то по-другому могло родиться? Слово само. Я лично тоже, что слышал, это то, что в эфирах, когда были моменты, что эфиры сепаров и россиян слушали, то это проскакивало там. Было, да? Да. Интересно, между собой тогда в аэропорту или сейчас, после уже... Только в шутку. Всерьез вы не называете друг друга? Я хочу, чтобы мы сейчас послушали цитату из, кстати, твоего, как это сказать, однополчанина, или как правильно говорят, когда в аэропорту воевали, побратима, да? Ну, на самом деле, мы там братьями, наверное, все стали. Да. Вашего брата, бойца Ивана Шестюка с позывным Доберман, у него спросили вот об обороне аэропорта, и он сказал свое мнение. Посмотрим, обсудим. Кінці, що ви отримали, то виходить, що все це було даремно. Ну, а який результат якийсь цього? Який результат? Все розбито, все взірвано, так смисл було тоді взагалі тримати його і людей там класти. Якщо з цього нічого не вийшло. Але ж той подвиг. Так що, при чому тут подвиг? Ну, так, а який результат з цього подвигу? Я бы честно, Андрей, тебе бы сам такого вопроса не задал, он бы мне даже в голову не пришел. Но вот как ты думаешь, ради чего было все? Вот потому что не пришел бы в голову, поэтому, вот, наверное, и его задавать как-то неправильно. Это было ради всего. И, ну, как это, конечно, так обширно звучит, ради всего. У каждого был свой мотив. Доберман отличный человек. И он мог это сказать и в сердцах, и так далее. У меня нету к нему ни одного вопроса по тому, что там было и как он там себя держал. Вот. Нюанс в том, что суть иногда не сразу видна, там, ясна, да, там, некоторых вещей. Но для каждого, я думаю, кто там был, это было не зря. Он туда поехал, туда никого не заставляли ехать. У каждого спросили, кто не хочет ехать. И были люди, которые там говорили тоже, что ну нет, ну там вот чувствую, что не могу там, или там вот у меня там горло болит или еще что-нибудь. То есть, если он туда поехал, он тоже знал, зачем это. В первую очередь ехали туда за тем, чтобы ребята туда вытащить. Скажем так, мы приехали, мы увезли оттуда раненых, всех, кто там был раненый, только 1 200-й, получается. Они, насколько я знаю, выжили. Вот, это уже того стоило.
многих ребят оттуда вывели, да, выводил Халк, там выходили, там Рахман выходил с Зеныком, выходили люди, как бы они вышли, они тоже сохранили себе жизнь. Ну, вот, то есть насколько это было надо. Если бы, допустим, мы туда не поехали, что было бы с этими людьми? Ну, реально, они бы как минимум частью своей оставили там жизни, и этих жизней было бы больше, чем вот сейчас по факту. Плюс нельзя было вот так вот просто сдать кусочек обороны. В любом случае выходить должны были все, это должно было быть поэтапно. Нельзя было там уйти с вышки там, да, и не уйти с нового терминала там, или уйти там с пожарки, на которой тоже были наши ребята, о них мало говорят, но это был Максим Рязанович, позывной Адам, они там взвод снайперов держали. То есть это все строилось, как бы мы поддерживали друг друга, и это была такая коллективная работа, такая небольшая линия обороны. Сейчас, когда на это все смотришь, конечно, можно было, да, перед вторым взрывом, если бы прочитать это заранее, эвакуироваться. Наверное, это было бы самым правильным. Но то, что мы там были до последнего дня, и то, что мы там держались, вся же Украина смотрела, я не знаю, были люди, которые не интересовались, может быть, где-то были, но это, насколько это, опять же, людей, я думаю, сплотило, и насколько, мы тоже это чувствовали, ребята, Женя Яцина, как он звонил, там, по-моему, его звонок потом где-то в эфире тоже проскакивал, как он говорил, что все нормально, не переживайте. Андрей, я не могу вас прервать, мы уже перетянули программу сильно, и разговаривать с вами можно очень-очень долго, мы вас будем приглашать обязательно. Спасибо, что пришли, спасибо вашим братьям, и вечная память тем, кто погиб. На самом деле, то, что вы сделали, невозможно переоценить никакими словами. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, что помните, спасибо, что делаете такие передачи. Я бы хотел все-таки еще хотя бы пару секунд у вас попросить и сказать, что мы сейчас очень хотим закончить тему с Ньюс-1 и 112. Мы просим тех, от кого это зависит, сделать, и чтобы мы могли спать спокойно. Все, что от них зависит, эта тема нас очень беспокоит. Спасибо, Андрей. Спасибо всем.